Ассаляму алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Мы продолжаем беседу с украинской инструментальной группой Red West Trio. Где вас чаще всего можно услышать? Корпоративы, различные мероприятия. И иногда у нас происходят наши концерты. Вот. В частности, в Caribbean Club изредка мы появляемся. Вот. И я думаю, что с этого года, со следующего, мы постараемся больше заниматься организацией выступлений и уже переходить в формат такой публичный, не закрытый. Потому что в данный момент мы являемся, конечно же, такой группой, которую знает небольшое количество людей.
Когда планируете выпуск альбома авторской музыки? Мы всегда его откладываем, потому что хочется максимально... Хочется, чтобы альбом был емкий, наш альбом. Вот. Ваш И альбом. так как форма записывания и как бы накопления композиций, это у нас такая в формате на репетиции, мы накопили информацию какую-то, там мы записали какие-то заметки, музыкальные заметки. Вот. И в силу того, что мы работаем много, ну, помимо вот этой нашей авторской музыки, у нас еще присутствует, вы сегодня услышите, кавера, разные композиции. Не всегда удается как бы должным образом поработать над авторским материалом. Вот. Я считаю, что альбом — это минимум 10 композиций. Вот. Как бы сейчас, понятное дело, люди в силу того, что они хотят быстрее, и у них, наверное, нету накопленных вот этих вот, они выпускают мини-альбомы, еще там какие-то, но я считаю, что вот как это было там в нашей молодости, детстве, ну, как бы альбом — это 12-15 песен. Вот так оно и должно быть. То есть это определенный процесс, который человек проживает, и потом выдает какой-то уже материал, который такой выдержанный, знаете, как хорошее вино. Понятное дело, что бывают моменты, когда я не говорю, что это прям какая-то вот доктрина, да, вот, и что вот так должно быть. У каждого по-разному. Но вот мы вот так. Я считаю, что у нас такое длительное вынашивание каждой композиции.
сейчас удивляете публику и чем ее уже не удивишь? А мы не стремимся удивлять публику, как это ни странно бы звучало. Мы хотим, знаете, чтобы потом не было завышенных ожиданий каких-то у людей. Ну, то есть у нас, может, какое-то старое видение вообще музыкальной индустрии. Мы не хотим, как сейчас модно говорить, ловить хайп на чем-то. И, понятное дело, мы разучиваем популярные композиции, но каких-то инфоповодов и вирусных роликов пока что. Я не говорю, что их не будет вообще, но пока что мы к ним не прибегали. Ну, мне тоже кажется, в наше время так прямо удивить людей становится еще сложнее, потому что очень много разных форматов, очень много разных звучаний. И мне кажется, цель — это, как бы, возможно, это грубо не звучало, но накормить человека музыкой в плане того, чтобы он что-то взял для себя внутреннее. То есть, это... Да, удивить это не цель музыки точно. Но это не развлечение. Я скорее считаю это пищей и духовной пищей. Вот я бы даже так это назвал. Потому что это все равно это наши воспоминания, наши какие-то идеи, они с чем-то связаны. Ну, это наша энергия, которую мы отдаем людям, и на концертах они нам ее свою какую-то взамен отдают. Да, то есть мы стараемся вкладывать какой-то смысл, не задумываясь над тем, сколько нас людей слушают. Понятно, конечно, об этом надо задумываться, но вот как-то у нас не стоит цели как-то безразмерно увеличивать нашу аудиторию, не понимая, кто нас слушает. Мы, наверное, 20% или 30 людей, которые наши слушатели, вот такие, это наши друзья, мы их знаем всех в лицо, и мы с ними так или иначе, когда пересекаемся, я думаю, что за год у нас сколько там, 5-7 концертов бывает наших, вот мы точно, наверное, с половиной пересекаемся. То есть у нас отношения, они компактные. Понятное дело, что если бы аудитория была больше, наверное, было бы сложнее. Но так как у нас все пока в формате таких квартирников, небольших концертов, то мы очень хорошо знаем свою аудиторию и понимаем, что они приходят за чем-то таким умиротворением, за каким-то, потому что вообще количество информации сейчас очень большое, оно растет в экспоненте, то есть, с очень большими темпами, и качество этой информации, мягко говоря, Вот я даже так скажу, Redwoods — это же не дерево одно, это дерево в большом количестве, грубо говоря, лес. Когда ты приходишь в лес, какие ты эмоции ощущаешь, что ты переживаешь при этом? Вот, то есть, я думаю, такое сравнение можно провести.
Кто, по вашему мнению, составляет вам конкуренцию в Украине? Конкуренция. Ну, честно, вот мы в этом году анализировали вообще рынок наш, что у нас подход немножко такой бизнес-подход, и мы проанализировали наш рынок вообще музыкальный, и мы поняли, что, конечно, присутствуют музыкальные коллективы, но побуждения, которые как бы их заставили этим заниматься, они, ну, они такие вот коммерческие, то есть, ну, вот я не заметила людей, которые как бы делают что-то, знаете, ну, с каким-то вот, ну, что с душой, можно сказать, вот так вот, в нашем формате, я имею в виду. Вот. И, понятное дело, очень много коллективов существует, которые, там, трио, квартеты, которые участники постоянно меняются, ну, то есть просто формат важен. Вот. У нас же преимущество, что у нас не проект, у нас группа, ну, то есть у нас коллектив, который в первую очередь построен на дружеских отношениях. Вот. И на взаимоотношения. На друг с другом, взаимоотношения. Да, они просто для того, что собрались там, чтобы ну, работать. заработать, собрались, да, сделали. работать, отработать и все. Да что же, и история наша. Мы уже примерно 6-7 лет играем. То есть и что, Поэтому- вы хотите сказать, что ни разу не ругались, не ссорились? Постоянно. Инструменты ломались? Это, знаете, это как Ну, семья. друг об друга Ну не да. Странная аналогия, но да, но Семья. это, наверное, как семья. Ссоры бывают, но несмотря на это, мы понимаем, что как бы мы созданы для, мы как бы мы собрались и мы творим для высших каких-то целей. Ну, то есть для того, чтобы как бы создать какую-то музыку и оставить ее. Как вы относитесь к критике? Абсолютно нормально.
А она вообще Если она бывает? объективная, конечно, Да, конечно. конечно, да. Мгм. Да, ну и на самом деле мы достаточно самокритичны. И есть очень много композиций, которые мы записали, но они не вышли. Да. И они так и похоронены. И они как бы, ну, то есть мы вложили очень много денег, силы, энергии, но мы их... да, то есть да, у нас нормально с самокритикой, и поэтому... Ну и объективная критика, мы себя считаем самодостаточными людьми, поэтому я думаю, что это только хорошо. Если особенно люди, которые разбираются в этом, ну и опять же, если человека спрашивают, то тогда да. Ну, если человек пишет что-то, но судя по комментариям в YouTube, они, кстати, в большинстве они англоязычные комментарии эти все. Это очень приятно, потому что вот, ну, это говорит о том, что наша музыка достойно может конкурировать на мировом рынке и на мировой арене, так сказать, музыки. В эти праздничные дни что пожелаете нашему зрителю? Ну, в первую очередь, я хочу пожелать всем зрителям и всем жителям Украины это мирного неба и вообще разрешения всех конфликтов, которые существуют, и внешних, и внутренних, чтобы поскорее все... Понятно, что это мы сейчас уходим в политику, но хотелось бы, чтобы вот эти все военные положения и ситуации, которые мы переживаем, чтобы они проходили стороной мимо нашей страны. И, конечно, чтобы люди развивались и чтобы культура развивалась, потому что на этом, мне кажется, что строится вообще любое современное общество. А пожелать людям мы от всей нашей группы хотим крепкого здоровья, чтобы у всех все жили в достатке. И слушали свою музыку, искали свою музыку и любили свою музыку. Я хотел бы пожелать мира внутри, независимо ни от каких обстоятельств, чтобы родные были рядом и были здоровыми. На сегодня все. Это была программа Jungle Studio с участием группы Redwoods Trio. Оставайтесь телеканалом АТР, слушайте хорошую музыку, подписывайтесь на сайт телеканала АТР. До новых встреч!